Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. Ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля. Федеральное агентство воздушного транспорта России, Росавиация, разослала аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан, передает РБК. До 23 часа 59 минут по местному времени 31 июля 2020 года действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, указано в телеграмме. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель Домодедово. Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник РБК в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты. Представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку. РБК направил запросы в пресс-службы Шереметьево, Внуково, а также Аэрофлота и С-7. В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрение от службы не получено, рассказывали источники РБК. После того, как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы, заявил 26 июня министр транспорта Евгений Дитрих. Когда откроются границы, не знает и министр иностранных дел Сергей Лавров. Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как они, зарубежные страны, РБК, открываются для внешнего мира, отметил министр в интервью Russia Today в конце июня. Напомним, в настоящее время между Таджикистаном и Россией летают чартерные рейсы таджикских авиакомпаний, которые вывозят из Таджикистана российских граждан и привозят таджикских граждан. Всего будет, по предварительным данным, 8 таких рейсов, 4 из которых уже осуществлены.